Кашкадан или Сипайловское озеро в микрорайоне Сипайлово в столице Республики Башкортостан. Старое русло реки Уфы, оно долго было местом сброса городских отходов и мусора. В 80-х и 90-х годах прошлого века озеро превратилось в болото. В 2002 и 2003 дно водоема очистили. Оттуда вывезли сотни КАМАЗов домашнего мусора и строительных отходов. После реконструкции там открыли парк культуры и отдыха Кашкадан. Попыток благоустроить озеро Кашкадан было несколько. Самое удачное, пожалуй, в 2018 году, когда парк реконструировали в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Парк тогда привели в порядок, а вот с озером не получилось. Вода в нем зацветала. В 2019 году глава Башкортостана Ради Хабиров принял решение благоустроить озеро Кашкадан и территорию вокруг. Водоем впервые в истории его существования осушили. Оттуда вывезли 40 тысяч грузовых машин ила, грязи и бытового мусора. Работы продолжаются и в 2021 году. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе на этом объекте. А мы сейчас куда идем, дальше? Я хотел посмотреть вот замок, как они завершают. Здесь, на Кашкадане? Да, потому что здесь столько на самом деле вытащили грязь. Они не рассказывали, я уж не буду. И фекалии, и разбитые холодильники. Да. Очень много тут, целый склад был брошенных этих резиновых, шин от автомобилей. Строительная техника. Тут было опасно просто плавать. Торчали бетонные конструкции с торчащими арматуринами. Вот глиняный замок, последние куски делаем, последние штрихи, уже заканчиваем. Сантиметр длины мы углубляли. Сейчас обратно ведем с лицензированной карьерой глину и глиновым замком делаем, чтобы чаша как ванна уже стояла. Очень было затратно. Два насоса откачивают. Приток воды сумасшедший. Вода есть, да? Да. А потом вот эта вот дорожка, она уходит, да? Оно убираем. Вот две дорожки временные. А вот эта гора, это вы просто отсыпали ее? От ливневой канализации мы обратно будем засыпать. Вот видите, расстояние очень короткое расстояние. И видите, вот как частный сектор. Выходит, заходит, это надо единым этим ограждением аккуратно перекрывать. А вот эти трубы это... Это для ливневой канализации. Для ливневой канализации, да? Да. Это для ГМБ ливневку практически. А на срок эксплуатации никакой, лет на 50? 50 лет. У нас сейчас какая стадия работы? Сейчас продолжается, подходит к завершению работы после дноуглубительных работы по глиняному замку. Продолжаем выкачивать, несмотря на то, что это большая фильтрация идет, продолжаем выкачивать воду, готовим глиняный замок под финиш. Осталось у нас практически 1,5-2 захватки. И можем начинать уже водонаполнение. Какая глубина будет? Вот сколько вы? Ну вот самая глубокая часть у нас получается больше 4 метров. Больше 4 метров. А сколько вывезли? Грунта, ила, земли? Ну, почти 400 тысяч кубометров. В машинах это сколько? В машинах это ну, считать, по 19-20 кубов машин. Ну вот мы правильное решение сделали, я специально говорил, у нас разные варианты были. Мы затратили на это огромную кучу денег, зато был запах, была грязь. Грязи много было? Да, точно. Много грязи? Да, со старицы особенно, там мощность слоя доходила до 7 метров. Мы затратили на это очень большую сумму денег, но, по крайней мере, я думаю, что лет на 50 мы обеспечили чистое. Вот мое твердое убеждение, что ливневую канализацию делаете? Так точно, Раф Ильич, да. То есть там сверху, сейчас мы пойдем сверху, потоки грязи в частном секторе не будет. Мы их останавливаем полностью, принимаем на ливневку и сбрасываем на коллектор на Жукова. А вот сейчас начали, первые еще анализы не стали брать того, что есть в Роспотребнадзор воды? Нет, не чуть немножко когда. Да. Сядет. У нас Айрат Римович здесь, он у истоков проектирования как раз биосферы и биологического состояния. Будет чистая вода здесь? Вода, конечно, будет чистая, но я могу одно сказать. Нужен будет мониторинг и управление этой ситуацией, которая будет складываться. Потому что возможные пути развития, они не один. Вот с момента заполнения нужно вести мониторинг, смотреть. Конечно. А мы договоримся, парк заключит договор. Парк заключит, город заключит договор с Роспотребнадзором. Да, у нас вот все озера, все старицы и набережные, и они должны проходить такой мониторинг.
предлагали по-разному, типа, не надо, тратим на это огромную сумму денег, давайте там деревянные мостики сделаем, там почистим, фонари поставим, дорожки сделаем и так далее. Потратили на это год, но, подчеркиваю, эта вода будет, дети будут купаться здесь, все будут купаться здесь. Я говорю, Да, и то, что мы сделали, что вот при вашей инициативе сделали ливневую канализацию, конечно, это мы отсекли все талые воды, отсекли всю ливневку, и большую экологическую проблему мы решили. Почему? Потому что вода, вот вся вода, которая была частного сектора, вот она стекала в это озеро. вот тут надо очень внимательно посмотреть, пусть спецы посмотрят, чтобы, не дай бог, какая-то труба с чьей-то бани или откуда-то сюда не затекала. Вот это. Для этого мониторинг. Есть, да? у нас будет У нас же здесь все-таки мы точки для скольки ресторанов здесь сделали? Владимир Владимирович, я попробую объективно сказать. Значит, Владимир Владимирович, здесь раньше были коммуникации, сети, мы их сохранили. Это приемка, два приемных колодца хозфекальных и подводка воды. Но они в нормальном состоянии? Их надо все равно будет проревизировать. И с той стороны я просил, чтобы со входом в пирс на водную гладь вы установили большой такой вот, смотровую площадку и установили какую-то галеру, да, ресторан, и чтобы там вот было. Архитекторам сейчас дали поручение, я думаю, что в ближайшее время они дадут решение, в зависимости от того, где какие коммуникации. Да, мы это сделаем и потом кому-то отдадим, предпринимателям, пусть там делают ресторан. Тут минимум 2 ресторана должно быть, 2 уровней. Значит, самое главное сейчас, вот этот парк. Вообще, коллеги, чтобы вы понимали, вот я вот вам всем говорю, мы с вами этот парк делаем лучшим парком подобного рода в России. Вот настраивайтесь на это. И такого уникального просто природного объекта, который вот сам Кашкадан, да, у нас здесь нету. И плюс уже, что очень важно, у нас очень сильный здесь спортивный блок. Так? То есть парк, он должен рождать очень разные интересы для людей. Кто-то пришел поиграть спортивно, кто-то погулять. Надо посмотреть полностью, на мой взгляд, требует, я не знаю, в этом году, не в этом, замену детской площадки. Надо обновить ее, хорошая детская площадка. Вот эта плитка, где скакала, плитку исправить. Парк, мы сюда парк людей заведем как в новый парк. Поэтому начинают покраски решетки, вот, которую я смотрел, она уже давно, вам надо готовиться. У нас, как мы договорились, когда срок сдачи парка? Республики. Я так понимаю, перенесли на 10-10, где-то официально. Выбора нету, чем 15 Выбора у вас нету. Все, поэтому будем готовы. Не 15, а 11 октября. Да. Вот 11 октября я сюда привожу людей. Много гостей приведу. Вы нам покажете, что сделали, рассказывали и так далее. Время вот идет. Поэтому таким образом. И, Айрат Ремович, у меня какая просьба? Вот там разные парки есть. Я рассмотрел. В Британии посмотрел парки. Вот эти все парки, гайд-парки, они все сохраняют очень важно флору и фауну. Фауна появится. Вот. Обязательно нужно травы сюда сеять, какие аутентичные, да, то есть могут автохтонные или какая называется. Это тоже требует проектирования, потому что... Проектируйте, потому что парк должен по берегу зеленым быть, зеленым. И смотрите, мы договорились, там из-за отсутствия финансирования, я так понял, были проблемы, вы убирали многие деревянные настилы. Все возвращаете. Даже возвращаете в большем объеме. Людям очень приятно сидеть, именно спустился, вот как на бережку. Ножки даже здесь поболтал. И потом, как я говорил, с пирс прям в воду уходит большая терраса. Там, пожалуйста, свадебно можно. Там маленькие кафешку поставить и так далее. И чтобы люди сидели. А еще лучше, если его поднять над верхом, она как бы вот, как корабль какой-то над рейщей, над этим. Мы договорились, что дорожки должны четко разделить, чтобы не пересекались велосипедисты с теми, кто ходит клюшками. Много мест для сидеть для молодежи. Вот. И еще раз смотрите, какие активности. Что сюда еще какие активности нужны. Потому что в какой-то момент людям надоедает ходить просто по одному маршруту. Они всегда ждут какую-то новую. Поэтому вот задача понятна, Сергей Николаевич, но я уже каждый раз не могу этому парку уделять столь много внимания. Это ваша зона ответственности, вам поручение есть. Вот делайте.
Владимир Александрович, у нас возникла такая идея, когда вот вы про пирсы говорите, если я табличку найду, у нас есть один пирс, второй пирс, третий, четвертый пирс. Здесь можно рисовать? Нет? Да. Я бы вот на что бы смотрел, что, на мой взгляд, не хватает. Вот этот вот пирс, как бы я думал, его бы увести подальше, вот сюда, понимаете? Чтобы вот человек вышел, всегда приятно гулять вот здесь, в окруженном. И вот здесь здесь сделать, а в центре поставить макет корабля, каравеллы какой-то. И здесь ресторан, а здесь вот, соответственно, освещен. Вот я бы вот так. Это не мешает здесь людям. Сколько площадь водной поверхности? 13 гектаров. 13 гектаров. Тут можно все что угодно. Тут хоть на бронекатерах, но только я говорю, не на моторном топливе. Вот это, я так понимаю, пляж у нас, так? Да. Вот пляж. Здесь основная зона. Вот концерт, где здесь? Вот здесь вот есть площадка для концерта. Вот симфонический оркестр, где мы можем посадить, чтобы люди вот здесь вот сели и здесь все в огнях и смотрели симфонические. Здесь симфонический оркестр, а здесь зрители сидят. Вот я о чем, понимаете, нет? Ночью вот симфонический оркестр здесь играет. И здесь, соответственно, пришли. Симфонический оркестр может сюда поставить. И вот эту вот зону, территорию, надо обойти все комиссии, у вас административная комиссия есть, все стоки, всех начать штрафовать, всех проводить в чувство. Вот это все. И, наверное, каким-то забором надо будет это отделяться. И забором, и насаждением. Да. Высокие сосны. Да. А детские площадки где у нас? У нас вот здесь они, да? Наверху, да. Вот здесь у нас спортивная зона, так? Да. Смотрите, вот такая идея, скажем, вот только летом используется, зимой туда добраться сложно. Вот то, что как каравеллы вы назвали, да, в центре. Если это будет на понтонах плавучие, скажем, летом стоит там, а зимой перемещается в любое место, откуда доступ зимой. Ну, это вот инженеры должны продумать. Как-то у нас же есть возможность регулировать высоту воды. Да. Вот это вот надо, кстати, обязательно писать. А ну, смотрите, я уже сочиняю. Вот здесь я гляжу, если здесь есть земля, не разграничка или там муниципальная собственность, и уклон хороший, вы можете здесь сделать детские лыжные трассу. Тюбинги, санки, потому что зимой, чтобы сюда приходили и так далее. А может быть, посмотрите, может быть, где-то досыпать метров 20-30 там, в каком-то месте и сделать. Потому что вот она вот так. Посмотрите. Вот. Ладно? Все, пойдем. Ральфович, ну вы прямо сейчас ошарашили лучший парк в России. Это реально? Ну, знаете, это сложно. Нет ничего в жизни нереального. Просто если мы себе не будем такие цели, мы всегда так и будем там где-то входить в десяточку. А хочется в тройку входить, в пятерку, первые парки делать. Мы, кстати, напоминаю вам на секундочку, ничего нереального нету. Мы занимаем за эти 3 года первое место на конкурсе валах и городоисторических поселений. Мы самое большое количество призов выиграли за эти 3 года в России. Благодаря этому у нас 16 сейчас муниципалитетов приводят в порядок свои центральные части. И, кстати, мы подали документы еще, я уверен, еще выиграем. Это по нашему проекту «Жилье и городская среда». Да, по комфортной городской среде. Вот, поэтому почему нет? Почему нет? Ральфович, а почему вообще Кашкадан стали реконструировать? Его вроде бы не так давно приводили в порядок, и это тоже вызвало удивление у уфимцев. Его проводили вокруг немножко, знаете, фрагментарно. Но мы к Кашкадану подошли, это было непростое решение. Я его долго думал, и тут же и общественность взбунтовалась против моего решения, что вы творите, сливаете, тут и птички, и рыбки погибнут и так далее. Значит, но тем не менее они бы и так погибали, и погибают, потому что вы здесь, если бывали летом, то запах стоял. Да. Омерзительный запах. Была, да. Да, поэтому здесь явно озеро болело. И если мы хотели вкладывать сюда большие деньги, а мы вкладываем сюда очень большие деньги, вот, по объему капитала вложения это самый большой будет парк у нас для Уфы. Вот. Поэтому мы подумали, сперва почистить. И вот я горжусь этим своим решением, я почему много раз говорю. Мы слили воду, огромную, 14 гектаров поверхности воды мы слили здесь. Мы вытащили отсюда 40 тысяч автомобилей, грязи отсюда вышло. Сейчас делаем глиняный замок, то есть не будет вода уходить. То есть у нас не будет поступать грязная вода. Мы делаем ливневую канализацию вокруг.
мы создаем чистое, экологическое. Это самое главное. Вот то, чего люди нас требуют сейчас. У людей сейчас очень высокий запрос на экологию. А все остальное, это уже такой, знаете, паллиатив. Все остальное посадить травку, современные мафы, и тогда это, я действительно не говорю, это будет лучший парк, потому что здесь уникально, очень красивое место. Туалет-то мы здесь сделали, да? И Туалет где вот здесь? Туалет где? Туалет. Туалет вот прямо вот. А тот, кто там ходит, Центральный. оттуда будет сюда ходить, да? Ну, это надо уже поставить. Я бы на той стороне У поставил нас там туалет. вот летние туалеты, которые кабины будут стоять. Но они со стоками. Они со стоками, конечно, все. Хотя бы сделайте туалет такой летний там. Потому что, ну, слушайте, отсюда вот ребенка везти сюда в туалет, это сложновато будет. Летние обязательно там будут стоять. Мы 11 октября здесь все открываем. И с мафами, и с дорожками, и с этими. Вот поэтому уже сразу вы мне давайте картинки, какой будет тот берег фрагмент сделали, какой будет пирс, какой будет здесь вот эта зона, какой будет. Здесь же раздевалки будут для купания, да? Ага. Вышка для охраны продумали? Высокая вышка для охраны, да. Ну тут надо все продумать, это наука большая. Ну, благоустройство – это, наверное, ваша слабость в какой-то степени? Ой, Или это- сила? Это просто мое увлечение. Я очень люблю, чтобы было красиво. И удобно, и комфортно. И удобно, разумеется. А когда красиво, тогда и удобно, и комфортно. Понимаете, тут же так бывает. Рафич, еще вопрос. Как вы зиму переживаете? Я вот нарушила все правила политеса, в шапке иду, потому что, ну, с высшим должностным лицом нужно без головного убора, без перчаток. Это правило журналиста, но, к сожалению, холодно. Как вы вообще? Не мерзнете? Прекрасно, нет? У меня шапка наконец есть. Так, а уши-то голые? А у меня уши переломанные, они не очень сильно болят. Поэтому нормально. Ну, вообще, если Зимой серьезно... мы уже прощаемся. Спасибо этой зиме. Она подарила нам и морозы, конечно, и испытания, но подарила много снега. И мы очень надеемся сейчас, дай бог, на хороший урожай. Если солнце не подведет, то будем ждать хороший урожай. Поэтому радоваться, что я могу сказать. На одном из прошлых совещаний вы достаточно серьезно ругали и дорожников, и всех, кто имеет отношение к уборке дорог, потому что были аварии, были заторы. Были. Кстати, я вам хочу сказать, вот вы сами подтвердите, в этом году, несмотря на обильный снегопад, количество обращений граждан по уборке снега было в разы меньше, чем в прошлом году. Согласны с этим? По федеральным трассам, да, по трассам межмуниципальным, по дорогам есть обращения, не пробивают, не хватает мощности у муниципалитетов. Но мне кажется, и Уфа в этом году получше убирала снег. Лучше. Поэтому, мне об этом люди говорят, что это. Я не говорю, что идеально. Идеально в жизни вообще мало где бывает. Вернее, не бывает. Вот. Ну что ж, ждем весну. Ждем весну, ждем вот такое. Ну, и вот здесь вот что, получается у нас, вот здесь вот это в центр выйдет пирс, вот с этим галерой какой-то, вон там, да, с той стороны, так, вот где трактор он желтый, так, нет? Да, несколько пирсов у нас. Ну, несколько, а основной пирс, который... в центре. Напротив центральной аллеи будет. Я вижу, эту крупномерную садили, да, вот это свежие, да, ели. Там, вот, вон. и там тоже, Ради Вот Фаридович. И вот здесь... 4-5 слоев сажайте, Да. прям в рядов, чтобы от этого закрываться, естественно, зеленым. Здесь, мне кажется, тоже сажали, вон как здорово они выросли, да, мы их берегли. Спортивный блок нормально работает здесь, да? Нормально работает, да? Все, люди ходят, да? Здесь спортшкола, а здесь Ага, то есть это. А вот здесь вот у нас же есть еще этот. Об этом тоже надо, кстати, продумать. Сейчас называется снегбол, знаете, да? То есть волейбол на снегу. Вот на песку у нас уже есть, тут 4 у нас, да? Фаридович, проводим. Уже проводите. Летом оно должно работать, так? И зимой работает. А, зимой тоже, да, работает? Чтобы вот, Не так много, но... ну, я понимаю, потому что это такая специфическая вещь, она должна... Пойдем. Мы сейчас стоим на пляжной зоне, в глиняном замку уже стоит. Этот пляжный песок привезем весной, порядка 3000 кубов. Вы его проводите в самый последний, когда закончите строительное, чтобы чистый абсолютно был. Ладно? Я думаю, что мы, наверное, через неделю-две вам представим уже законченную форму, где будет по нашим новым направлениям, да, по нашим спортивным площадкам, уже законченную, с наполнением деньгами со всеми делами. А здесь вот еще пацанам прийти поиграть в футбол, там вот такую маленькую коробку, волейбол, нету места, нет? Здесь мини-футбол прям. Все, хватает, да? Ладно.
Я говорю, тут хорошо, что к этому парку вот уже есть, пожалуйста, уже что-то навороченное есть. Вот зима, люди приходят. Ну вот. Ну сейчас пока темно здесь. Вот дирекция должна что сейчас делать? У дирекции должен быть план. Что они делают? Что в мае у них там в апреле Масленица, в мае там еще что-то, в июле там фестиваль там летних видов спорта, в августе яблочный спас какой-нибудь. То есть тут каждый раз движуха должна быть. Братья, вы позвали на это совещание представителей вот БашГУ, профессора, Да. вы позвали члена Совета по правам человека. Почему? Ну, во-первых, все наши действия мы же умные еще. И мы сейчас понимаем, что надо чаще с людьми советоваться, в том числе особенно в сфере экологии. Поэтому я попросил Айрата Римовича прийти, потому что он известнейший наш профессор и понимает в этом. И он, кстати, здесь наш соратник. Вот. Посмотрите, Валериан Гагин, он человек как раз здесь для чего нужен? Потому что, я говорю, парк – это не место красивых вазонов или с кем. Парк – это место, где человек живет и отдыхает, восстанавливает свое здоровье. А для этого нужны активности, для этого нужны идеи. Вот Валериан нам уже предложил музей здесь сделать. Поэтому мы вот так потихонечку и будем с ними сейчас советоваться. Спасибо. Все, спасибо. Занимайся сами. Да. Альдович, тогда договорились, помогайте, ладно. Все.